Şu Bula borz elde akvatin videoyu. Aha, инставили. Ага, все вроде. Har hukati, har hukati. Ладно, продолжим. Продолжим. Надеюсь, что слышно. Ибраим, а вы сказали, гушу тебя нормально там или что? Да? И вот это есть, что он уют, система. Була Хагушу. Тебя видно. Третий материал тieši волшебство. В любом случае, хешечане. Ладно, соном, но я царь в любом случае. Уж укер экран, ши экран гойте, Ибра. Ага, понятно. Ясно. Все-таки надо будет как-то посмотреть, попробовать насчет Ютуба тоже, как получается через YouTube трансляцию. Вроде бы я закрыл, перезагрузил, зашел вновь. Оно, второй экран не высоко. Вы транслируете экран а-ля Зенютига. Я так и правда не понял, что там я транслирую. Ой, хорошо. Мы вчера остановились на каком месте и какие вопросы у нас были по истории, где мы остановились, как говорится. Вот за ним холодош ситуация. Конечно же, об истории. Работик дичь. Ладно, продолжим. Наверное, потихоньку уже научимся, когда Султан Маваровча вопрос задавать Терсиан. Сегодня я пока настраиваюсь немножко, зима мы будем налаживать работу, и да, посты тоже у нас скоро будут новые, готовые. Я просто-напросто еще никак не могу догнать эту всю систему. Единственное, чем я пользовался по прямым эфирам, Инстаграмер. Но думаю, что надо попробовать и посмотреть через YouTube тоже. В любом случае, пока, по крайней мере, обстановка не наладится. 14, я думаю, чувствую тебя последний день, они после этого заблокируют. VPN, конечно, очень жестко давит, тормозит, но мы будем надеяться для нас, как говорится, не проблема. В любом случае, да уж тогда есть. Так, и мы остановились вчера, кажется, мы как раз-таки говорили об исторических процессах, которые проходили. Сейчас в последнее время очень часто мне начали скидывать, я не знаю, по поводу наших восточных соседей и якобы, опять же, развитие вот этих, под какое государство у вас было, или какое там ханство у вас было. Вот такие вот вещи, конечно же, каждый раз задаются в личку, отправляют и начинают говорить о том, что если вы были такие могущественные, покажите свое государство. Но, во-первых, стоит отдать должное, если говорить как такое о государстве, национальное государство Хила Алита,
мало кто может на Кавказе этим похвастаться. Выручите Бог. Вот. Это понятно. Маусар, Да, Башлан, салам алейкум. ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Башлан, худмаду муашу, худалу. Альхамдулилlah, ضدك что للغاية تنساني. عشان أمور حسن عيمش إتي عياشيش طوال شو Но это все для нас, для многих новое. لا Будем надеяться, لا что أحد أن يستر كريورس. ديدو. لا ما جازو باشنا لا لا تبايم Дерес хил. Дерес хил. Так вот, ده ده شو العبياش فوق جوا خويدي عبونا Дерес Масер. وأمنا لا لا تبايم Масерова. Как раз таки, если мы начинаем говорить о государствах, которые якобы были централизованные государства на Кавказе, мы о них... Ага. опять он вообще шуэльса من ده موقف شوэльса الأربو الأرق شو И их проблем. Так, свобода, а это выключить. الذي ساعات عتيتي أيوة سورجايش تعبدت ويتي ويتي ديش Так, все. И, короче, о централизованных государствах, которые были на Кавказе, мы много об этом говорили, но многие сегодня у нас в основном исторические процессы, это именно Кавказский период, времена больше там с 18-17 века идет и после. Никто не может сегодня сказать, что вот это было чисто нашим национальным государством, будь то Хазарский Каганат, будь то Кавказская Албания, будь то Алания. Никто не может сказать однозначно, что это вот было только наше государство. Это очень сложно с учетом того, что любое государство под собой развивает развитые мегаполисы, инфраструктуру, которую, ну, мы знаем по Древней Греции, мы знаем по непосредственно Римской империи, ну и другие государства там. Но здесь однозначно мы должны знать, что должны быть оставаться исторические какие-то памятники. А исторические памятники, которые есть на Кавказе, наиболее количество там, если и даже Тамерлан уничтожил все государства, как указывается многими на плоскостной территории, будь то государство Сим-Сим, Сир-Самсир или же Сарир, от Сарира тоже ничего не осталось, от Сим-Сима тоже ничего не осталось, поэтому очень сложно судить сегодня и говорить просто, кроме как зафиксированного названия на картах мы больше ничего не видим. Поэтому ответный, как говорится, вопрос, когда ты начинаешь задавать, а что же у вас было, где эта ваша великая культура, которая сохранилась. Потому что, ну, какое государство может быть без культуры, без тех же мегаполисов и так далее и тому подобное. Очень сложно доказать, конечно, что-либо, когда у тебя из захоронений, из оставшихся архитектурных сооружений фактически ничего нет. Но это, конечно же, не говорит о том, что там не существовало. Если и было, оно было ограниченное. Жаль, конечно, что мы сегодня до сих пор все говорим Аланское царство, каждый притягивая к себе, кроме этих Аланских ворот, больше ничего не осталось. Нету никаких фактически развалин того периода, которые бы сохранились. И каждый приписывает твою там, каждый тянет к себе. Я не сторонник того, чтобы чужого, конечно, себе приписывать. Ну и все же, говорить, конечно, многие говорят, но доказательства сегодня как таковой мы не находим. Ну, кроме как могил, захоронений воинов раннего аланского государства или позднего аланского государства, э, которые находили, ну, какие-то оружие находили. И на картах указывается, конечно же, само упоминание таких мощных государств, как Кавказская Албания, Хазарский Каганат. Хотя даже вопрос о Хазарском Каганате тоже ставится под вопрос. Вопрос об Аланском царстве, ну, тут
вообще само собой подразумевается, что его кто бы только себе не приписал. Да, честно сказать, очень сложно разбираться и в плане того, что даже некоторые люди начинают, вот когда особенно есть некоторые силы, которые утверждают, вот вы говорите, что якобы вы ногчи там и так далее и тому подобное себе взяли это название нахчи и так далее, ну, что они не так называют. Но здесь есть, здесь есть, так, одно, есть маленькое одно но. Даже когда ты начинаешь задавать вопросы, аварцы, разница между ними какова. Вот, многие даже не могут ответить на этот вопрос. Вот, это вопросы, которые, получается, ты не разбираешься в своей истории, но лезешь к другим представителям разбираться об их архитектуре или об их землях. Вот. А что касается вот этого утверждения, что Чеберлоевский район или Шароевский район входят, как говорится, в состав, э, м, входил в состав Нуцальства, но где оно подтверждение, архитектурное подтверждение или документальное подтверждение? Кроме как Гюльденштейна, который появился там в 19 веке на Кавказе и так поверхностно прошелся, непонятно у него, где начало, где конец какого-либо регионального там, как, региона как таковой. Поэтому нужно знать, понимать самое главное, что э, в первую очередь нужно изучать свою историю, а потом уже пытаться распространять и говорить о чужих территориях. Ну, исторических территориях я имею в виду непосредственно. Вот. Лицам Орому Дюцерду Шеши Аур. Но это одно другого не украшает. Ибраим, если в Ютубе будут вопросы, если в Телеграм будут вопросы, вы знаете, нажмите на микрофон и задайте вопрос, если вы что-то там об истории хотите там что-то узнать или задать, или поговорить, я не знаю, истории, географии. Вот такие вот вопросы, конечно. Если вы Саламат, знаете, саламат. Başla. Леля, За вай бауныш та грек шиню херду вожду за жейниш хулак хейл юч. Оцунала. Ума в не, курсе ну, уя хая. да, я знаю, слышал. Ну, во-первых, греческой архитектуры как таковой у нас нету, не сохранилось. И единственное, на что упирает, греческая письменность использовалась. В основном находили в Итумкалинском районе, вот в этой области. Но я думаю, это связано больше с религией, потому что в религиозном плане перенесли вот эту греческую вязь, как-то появилась на южных рубежах нашей Родины. А что касается территории непосредственно строительства башенных комплексов, нет, конечно, она не имеет ничего общего с Грецией или греческой архитектурой. Единственное, вот это парусное строение, которое у нас есть в Чеберлое, в Шаройском районе, оно немножко напоминает на древнеримскую архитектуру, особенно вот эти парусообразные потолки, которые у нас остались. И Хуай остались, они в Шарое остались, они в советские времена их настолько безалаберно использовали для скота, ни больше, ни меньше. Цундера, греческого у нас ничего, конечно же, само собой, из архитектуры нет, и оно не относится к греческой архитектуре. Наши башни ни боевые, ни полубоевые, ни живые. И плюс ко всему, я вот проверял, сравнивал наши башни немножко схожи с хуритскими. Вот Урарту, хуриты Урарту я смотрел. Особенно те башни, которые они строили на отвесных скалах. Вот и тумкалинские наши башни, и тумкалинские, галанчожские, которые строили именно на недоступных местах, на склонах,
скалистых склонах. Вот они очень сильно похожи, вы можете вбить просто-напросто элементарно через Google проверить. Вот Хурит и Урарту, вот с их архитектурой у нас немножко совпадает. Единственная проблема в том, что в основном у них они не квадратные, как у нас. У нас башни, я видел все почти что квадратные, кроме Шаройских. Шаройские башни я видел пятигранную башню, я вам показывал всем это. И вот у нас была пятигранная башня в Шарое. Единственный раз, когда я столкнулся. Остальные башни у нас четырехгранные, пирамидальные. Вот. А вот хуритские, те, которые я видел, в основном, которые были на скалах, они были кругловатого, закругленные. Вот. Больше похожи там, в этом плане они похожи на лезгинские башни, ну, у лезгинов, которые сохранились, а мечети вот у них по этому типу. Ну и не забываем, что лезгины, вне всякого сомнения, являются одним из автохтонных народов. Вполне возможно, что вообще по древнегрузинским и писаниям леки, те же самые лезгины, потомки там Кавказа, мы являемся как бы одним, считается одной семьей, что мы вот сколько тысяч лет тому назад перешли потихоньку с области Шам, не Шем, а Шам, Шем, Ари имеется в виду шумерская, где между Тигром и Ефрата, оттуда потихоньку. Ну, это опять же нужно доказывать, кто откуда перешел. Отсюда вот туда, или вся эта территория потихоньку входила в состав этих государств, но факт остается. По этой тематике работает очень хорошо Асан Бакаев, и книга, которую мы читаем, тоже говорит об этом. Поэтому как-то вот так. Греческого у нас, кроме как письменности, я не встречался, честно сказать. Утверждений таких нету. По крайней мере, в наших научных. Хотя мифология, легенды с греческими у нас очень, конечно, может быть и совпадает. Вот. Ибраим, если вдруг будут вопросы там, хайтарха, и что он закат. Все понял, Делрейс Хейл. А насчет Масса. греческой мифологии, это самое юч, это вот эти названия, Примитей, какие-то разные, Да, еще кто. ну об этом, да, тоже есть написано. Перевод ногчематацию. И Арма. дючана, он Есоута, или я погнал, или он погнал, прям точь в точь сходится. И ищ дать, а как-то молчно. Не из совета, короче, мнения разошлись у нас. Дик, так, я сам думал насчет этого. Да, Бола хил там, барел, дитан, дал, дико хур, Я, дарялся. честно сказать, ну, там есть и говорится о том, что многие легенды совпадают, что отсюда взяли. То, что экспансия греков была на Кавказе, в Грузии, это нету никаких сомнений. То же самое рассказ «Золотое руно» очень сильно связывает именно, тоже наши связывают с нами. Вот этот Прометей или Пхармат, как некоторые указывают, тоже связан. Но на то она и мифология, конечно же, кому она относится, каждый будет притягивать к себе. Но это очень сложная тематика. Почему? Потому что это на грани с норницами, понимаешь, у тебя выходит все. Почему? Потому что, ну, ты садишься, начинаешь все, вот это было наше, это было наше, это было наше. Вот вопрос с гаргарейцами, которые мы говорили. Ты заходишь, там есть две версии происхождения гаргарейцев. И первая версия, гаргарейцы говорят, удины, есть такие табасаранцы, удины, лезгинский народ, которые говорят, что гаргарейцы, они являлись непосредственно, это их предки Бахца. И вторая версия, это то, что гаргарейцы были, расписанная версия утверждения, что якобы это были наши соседи, братья ингуши. Ну и в более советском периоде уже более сильные лингвисты, они утверждают, Гергарнах, это упоминается все-таки общность наших всех тейпов, которые говорили на одном языке, и слово Гергарнах это не национальность, но вот как бы относится ко всем жителям, что якобы гаргарейцы ходили, а в истории описывается, что они в поддержку албанского царства ходили и помогали. Вот. Но
я так скажу, табасаран, саудины с этим не согласны. Они говорят, что они унаследовали непосредственно, и они являются гаргарейцами. Сколько людей, столько и версий. Особенно это сложно. Почему? Потому что доказать это никак нельзя как таковой, ну, кроме как расшифровку слова «гаргарстаг», родной человек, не больше. Хотя государства гаргарейского нет было, и само собой никогда оно не существовало. Вот. А само слово, видишь, наш язык считается одним из древних и очень сложно. Почему? Потому что ни с кем он не совпадает на Кавказе, кроме как некоторые слова, которые из-за того, что мы по соседству живем, использовали. Только вот таким образом можно связать. А говорить однозначно, сюли язык, сюли мат, твой мат абсолютно разные. Кумыки, тюркский язык, ну и остальные грузины, с грузинами тоже у нас нет никакого совпадения, ну, кроме как некоторые вот пограничные тейпы, тушенцы, пшавы, возможно, с хевсурами есть какие-то, но со сванами у нас очень много, с единым смыслом слова, вот, хотя это и грузинские, как говорится, но наши этнографы 15, 14, 15 веках указывают, что мы чуть ли не единым народом были, одним целым. Но как назывались, это уже немножко сложновато. Почему? Потому что указывать и говорить, что это было наше, или говорить Италия, там, Италия наша, это не от меня. Это слишком слабые доводы, чтобы говорить, что мы являемся там или итальянцы. Ну, есть там корсиканцы, которые там немножко темперамент с нами схож, некоторые кровная месть с нами схожа и так далее. Но это не говорит о том, что мы не являемся, или они являются от нас, или мы являемся. То же самое про викинги, многие слова совпадают, имеют одно там значение там, с норвежским или какими-то другими. Это работа, конечно, лингвистов, а язык, протоязык указывать, доказывать это немножко сложновато. Но это надо понимать, что огульно говорить в научном мире это слишком слабый догма. Я, по крайней мере, не видел такого. Ну, говорить люди, конечно, все хотят чаще, что алит лучшие. Вот мы викинги, мы аланы, опять же, мы албанцы и так далее. Я прошу не путать албанцы с теми албанцами, которые на Кавказе, и албанцы, которые там в Европе. Это абсолютно разные албанское государство. И... Башлам, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи. Удешво, башлам, брат, умадуй, что удешто вежи, вижи, мокш аймасана. Да, что, альхамдулиллах. Уму, башлам, держишься? Держусь пока. Вот на новую платформу перешли, вот пытаемся здесь непосредственно. Башлам, брат. Честно сказать, грустновато, конечно, но да, будем надеяться, что все станет на свои места, да, мула. Да. Мудари, надейся на хорошее, сам не плашай его, шундари. Не то, что надеяться, а верить надо. Да, единственная сложность, так, перейти с платформы на платформу, это не сложность, вот единственное, как говорится, немножко стримы проводить, главное, чтобы это было возможно. Ты прям сейчас, брат, работает над тем... Коротко, как вот Инстаграм, чувствуется Ахмад 95 вон, если что, просто он так доца, Просто iştahla çoğusu başlar. Ameli baştıga işte del şey doğdu del alışvil bu sabtaga esnavı nokçuk del alıştı del masuma da ehtu bu. Мексика başlar. Подписывайся всех наших, тащи. Я подписался, уже дик ханю подписался. Так что самогати. Ром долго подписаться. Дина у нас брат. Так что можешь не волноваться. Пошла, не буду отвлекать. Так, вот.
إبراهيم هتصعدي شو نو هخيش وقت ماتسون إلى просто ميكروفون تخلي نعشوا вот. У нас похолодание, холодно, цунда ши, хук замотать наш ухо. Мороз снежком укутал всю зиму, снегом не радовал, раз, а резкое похолодание. Ну да ладно. Так, где мы остановились, на каком моменте, чтобы вспомнить? Вот. И насчет народности и автохтонности кавказских народов, версии у ученых, каждых ученых по-разному они. Ой, да я ла, ай, да я да. У меня, походу, этот телефон живет своей жизнью. Ща халали эти улилар. Хорошо. Я про аварца не говорил. Я не говорил аварцы, я сказал лезгины. Аварцы я не говорил. Отличие между культурами, во-первых, не забывайте, не стоит путать Гоголя с Гегелем. Я говорил конкретно про лезгинскую архитектуру. Про автохтонные народы, смотрите, автохтонные народы в основном адыги, грузины, вот из-за нас возьмем там ногчи, те же самые лезгины. У нас одежда вообще фактически не сильно отличается друг от друга. Она как по внешности не отличается сильно. А вот остальные национальности я глубоко, конечно, не изучал. У меня есть материалы разных ученых, самих дагестанских ученых. Там уже, конечно же, есть совпадения в одежде. Допустим, я могу вам для сравнения привести один... Что делаешь? Позицию надо чуть-чуть сменить, а то так. Так вот, смотрите, когда мы говорим об одежде, национальная одежда, и вопрос, когда затрагивался про андийцев, я смотрел андийскую одежду, андейвуй, их национальную культурную одежду, она отличается, как земля и небо, от тех же, хотя их называют и аварцами, они отличаются, очень сильно отличаются от них. Вообще, как земля и небо отличаются. Вот, по крайней мере, так везде там, где я смотрел, в Гугле, в Википедии, в других местах, где можно было найти картинки с книг тоже, она отличается очень сильно. Вот. Одежда дидойцев, она, вот, по крайней мере, ту, которую носят современные дидойцы, она один в один совпадает с нашей чеченской и с грузинской одеждой. Вот. Вот эти шапки, которые, честно сказать, Хабиби Сандол Кунштуй, они это как мода. Я думаю, уверен, что в то время от эффективности зависело, может быть, использовали. Какие у нас шапки мы видим, да, даже и Валилш Паусурум-Куй, они отличаются. Считается, что короткие это сюли, а длинные это ногчи-кунш. То есть, как у Махмуда Симбаева и остальных высокие шапки, они считаются чисто ногчи-ложду. А короткие, они считаются сюли. Почему это, из-за чего, кто у кого перенял и что, тут, конечно, вопросов очень много. Но разбирались ли ученые в этом? Конечно, не думаю, что разбирались. Вопрос по газыркам вот этим, который даже вчера Али задавал тоже. Откуда, чье оно? Опять же начнут споры, от кого они появились, у кого они были первые. Это очень сложно, потому что наш народ и наша история, ее фактически в этом плане, в культурном плане,
ну, буквально до 18 века никто не знает о ней ничего. А те находки, которые находят на территории нашей республики, они разнятся друг от друга. И плюс не забывайте, там, Джамбулат Умаров, остальные, которые выезжали, были в этих музеях, грузинских музеях, они говорят чуть ли не там один в один, там есть сохраненная одежда национальная, и вот как она выглядела. Да, мы видели какую-то кольчугу, остальные вещи, доспехи, там, вооружение, это видели. А вот одежда сама, как она выглядела. И плюс, почему вот такие названия были им даны. Само собой, ногчи живут в центральной части Кавказа. С какой бы ты стороны ни зашел, с одной стороны Персия была, с другой стороны адыги были, с третьей стороны кочевые племена были. И до нас добраться, прежде чем даже до нас добраться, там столько народов, с кем они встречались. И на первом, у кого увидели, там, допустим, примерно Ибраим Антиаца, двух оригинарцан, если ни у кого у других они не видели. Их ученые, исследователи сразу фиксировали, говорили, что это вот их национальная одежда в основном. Потому что вот если они, конечно, не по одному человеку, а вот смотрели, если совпадать. Вот. А от кого все-таки они переняли? Я думаю, тут нужно уже работать по культурам автохтонных народов. То есть, если народ является автохтонным, их не так уж много. Блюменбах указывал их то ли 5, то ли 6 народов, которые на Кавказе являются автохтонными народами. Вот нужно уже смотреть через призму их культур, одежды и вот непосредственно брать оттуда, исходить из этого. Цундера, я и говорил, что сюли одежда и наша одежда, ногчи одежда не совпадает. Совпадает, точнее, общность. Там единственное говорится, в советские времена говорилось, что наха-дагестанская языковая группа так называлась. Сейчас это даже пересматривают. Говорят, что это недостоверно, там, ближе там находятся более западные кавказские племена. Ну, видать, из-за, опять же, то, что у нас есть языковая какая-то, какие-то слова совпадают или что-то более граничащее, может быть, из-за этого работать надо. Но Иштару, да, Бодыгдича, все больше уже Хакочлятали. Я абсолютно не удивлюсь, что завтра, послезавтра некоторые из них начнут говорить, что и башня ихняя. Хотя в Шаройском районе, когда я посещал, проверял, Цансу Лючуна, Хавиан Тебяхкинчера, ни у кого таких вот именно работ или жилых строений, таких, которые были, как у Нохчи, не было. И самое интересное, я спрашивал у старожил Баккачархатна сега, совпадает ли, построили во время депортации Сюлиш Цинуаш Денихуза, чтобы от них осталась какая-то культура. Нет, они просто-напросто заселили чеченские дома, мечети там, и так далее. Дабелшена, Цацбольша, Дагина, Междикштагина, там видно было, что Поппа Хадариша обычно от огня, вы знаете, да, краснеет непосредственно глина. Вот Дагин, Междикша и Оран Поттерчи Дагин. Вот это сохранилось. Не знаю, сделали это они или сделали это э, те коммунисты, когда во время депортации это произошло. Но факт, что никаких новых пристроек своеобразных, со своеобразной архитектурой домов они не построили. 13 лет, если, допустим, Ибраим живет и считает, что он вот хозяин этой земли, тем более утверждая, что вот наша это Бог. Ашхадж, ты бы построил бы дом за 13 лет, можно построить на целое село хотя бы один или два дома. Вот. Можно. А там нету этого. Вот. Это сами возникает мои проблемы. Вот, когда вот этот скрин скинули мне, который я загружал, они пишут, глава Чеченской Республики строит мечеть в Кинхи. Они говорят, это чисто аварская архитектура, аварская мечеть, аварское село и так далее и тому подобное. Где она, архитектура? Я бы, конечно, аварская архитектура и так далее и тому подобное.
глава республики строит, потому что это его регион, это его население, но я что-то не сильно. То есть получается, знаешь, если где-то Ибрагим в Германии увидел стиль дома немецкого, приехал в Чечню, построил, и через 50 лет какой-нибудь немец скажет: у меня такой же дом есть в Берлине, значит, село, где проживает Ибрагим Ачхой-Мартан, там, допустим, является частью Германии или частью культуры Германии. Нет, конечно, это ерунда, чушь собачья. А если кому-то понравилось, то я, конечно, сторонник я более консервативный. Если бы меня спросить, я бы строил бы дома по архитектуре, старой нашей архитектуры. Но это каждому, как говорится, свое. Хуй, Ибрагим, я не знаю, мечтаю, что куда прикрепить знаки ЮИРЦЦ свободы Грисла. Честно сказать, Ибрагим, не знаю. Я вот это вот третье окно, вот только возле окна, это здесь написано, вы транслируете экран, остановить трансляцию. Тут я боюсь, что вот что это такое? Открепить. Нет, это до тебя было. Это до тебя, я не знаю, откуда вот это. До тебя мое это мне он говорит. И причем на обоих экранах почему-то я нахожусь. Ну да ладно. А прикрепление карты, это, я не знаю, до Сухузахамца, даже текстовой, где набор можно сделать или нет, я не знаю. Я вижу вот тебя, вот твое имя вижу, и вижу непосредственно свое имя. Ну, это что, Милора, Ибрагим, там то, что ты, там то, что ты делаешь, тебя прикрепить, ехала, козам все, гецалой, хуетишь, я. Ой, что я только не слышал от таких, знаешь, это очень-очень, тебе так скажу, ситуация, мой хан, Ибрагим. Был здесь один человек, который писал мне, что вообще считается, что Эшбату там являются потомками тевтонцев и так далее. И тому подобное. Но это, конечно же, из того же ряда, как Итало. Я не... Шем ар хадах кинду ош дук тайп нажду, но я ночи кибеш шем ария. Это хурицкое, уральское, оттуда. Опять же, это версия, которую каждый выбирает сам. Кто куда хочет, кто что хочет говорить. Вот. Шахокер хавя, ну, автохтонный народ 5000, 7000 лет, 8000 лет тому назад. Дойда куза ашкач, мишер хабяхкин, ой, кузар цик дабаня, я циганиш куз хабяхкин, разницы, я цидем балдыгдич. Но искать нужно. Это не такой простой вопрос, конечно же. Потому что некоторые... Да, я слышал об этом, но никакого подтверждения этому нету. Рассказы, предания, легенды наших старейшин, они заслуживают уважения, конечно, но, честно скажу, а подтверждение лях волвельч, кажется, ёешь, и проблем. А подтверждение лах волвельч, я цекер это, конечно же, немножко проблематично. Хотелось бы, конечно, но... Ой, карамца, инсуд это аяс. Ага, все, вернулся. И что он думал?
А так вот этих легенд, как раз про тейпы, когда мы говорим, очень многие люди, которые утверждают, что шейшай тейп хадяндуй, нелюбимая тема ДНК, когда ты начинаешь смотреть, там, да, там, конечно, возникает ряд вопросов. ДНК хожишь, что Сибирь, Западной Сибири, Хадахкинду, Улцацвушар. Хотя это очень сомнительная тенденция. Вот. И что? А? Вопросов, походу, нету. Уставшие люди, может быть, еще никак не могут прийти в себя. Там лучше число бывает, да? Но еще 2 дня у них есть вариант. 2 дня они будут еще в Инстаграме некоторые тусить. Может быть, из-за этого после... Конечно, нет, тут никаких сомнений нету. Шарой, верхняя часть, особенно Шаройский район, правая и левая сторона реки Аргун никогда не была занята. Нету там ни сюли могил, нету ни захоронений, нету ничего такого подобного нет. Вот. Даже если там мы ищем старые карты, нам намного ближе по соседству, и указано, что с нами по соседству жили, это непосредственно дидойцы и грузины. Вот. А вот они жили по соседству, даже они не претендуют на то, что там это наша земля, уж солнца дидойч никогда. Хотя некоторые андийцы, я слышал утверждение, андийцы это были или кумыки были, они тоже говорили, что вплоть до Шароя это их земли. Хотя почему-то сейчас в последнее время, может быть, лучшая тактика обороны это нападение, из-за этого, может быть, ни больше, ни меньше. Это он халамеги. Нах мял бы сейчас, Ибраим, YouTube чачу 34, неплохо тоже. Неплохо с учетом того, что с учетом того, что 12 часов ночи духой. Но, ой, у нас есть, конечно, время, мы можем посмотреть один параграф по Хасану Бакаеву тоже зачитать, если есть. Если хотите, мы можем говорить на любую тематику, не обязательно историю. Если вы хотите, пожелаете, нажимайте, задавайте вопросы. Что очень жватло. Вопрос, конечно, единственное, я прошу про войну, или как она называется, контртеррористическая или денационализация. Вот только не об этом, а об остальном вот, говорите. А так об этом я не хочу никого, ни себя, ни вас не подставлять, не подводить. Такие вещи мне не нравятся очень. Ибраим, надо нам с тобой так потом через WhatsApp, Аллах, Муха, Аллаха, тоже надо с тобой завтра попробовать сделать в Ютубе одну трансляцию. Сделаем с тобой. Просто Алериха, Сони, Муя, Шасунца. То есть я правильно понял, вот когда я сейчас здесь, у меня есть окошко YouTube, я нажимаю, у меня вылазит здесь окошко справа, здесь написано настройки, YouTube, там, войти, нажимаешь войти, приложение YouTube, здесь написано, приложение YouTube хочет использовать Google.com для входа. При этом приложению сайту разрешено делиться информацией о вас. Ну, там дальше, допустим, записываем Google.com. Телефон и адрес доход к тигах. Электронная почта.
и написано создать аккаунт. И телефон, адрес. Далее создать. Ага. А электронный адрес yazıется ЕСТиге, почта точнее. Нет, там написано просто забыли адрес электронный. Нету. Травма, яйца, YouTube, что вообще? Ничего нету. Яйца. Да, да, приложение. А что, войти, да? Так, чуваловой. Ага. И все, да? Одновременно я и ты, Светлане, одновременно, чувак, Ибраим, одновременно вообще и саницевало, что? Модераторы, гумила, слоцию. Понятно. Хорошо, хорошо, хорошо. Это я понял, понял. Ну, давайте, если вы хотите, можно... Ага, все, приятно, Ибраим. Если вы хотите, мы можем или по вопросам, или по книге, что вы хотите конкретно. Так-то у нас делаешь. У нас-то, если не ошибаюсь, мы можем пока... вот. Угу. А как здесь увеличить? Как можно показать? Ага. Увеличенный. Это он что делает сейчас? Ибраим, карт гуштуй. Я имею в виду, большой экран показывает или маленький экран у вас показывает? Sonra инсагу шу карт гуштать. Он карт гуштуй? Так. Ага, он приближать, он приближаться, да, сочетай свозишь, Ибраим. Угу. Карта. Независимые чеченцы. Андийцы. Кумыки. Видите, да? Видно же, где андийцы находятся, Ибраим? Карталинцы. Здесь написано. Ага. Чеченцы, чеченские ичары, мичикизовцы. Написано. Вот уже граница хивсуры, дидойцы. Вот видите, владение аварское где находится? Далеко от дидойцев, даже от картлинцев, да, картали и адийцев находится далеко за его пределами.
находится. Вот видите, написано владение аварское. А эта карта, между прочим, это карта Кавказских земель 1750-1820 год. Чтобы было понятно. Смотрим еще. Вот. Здесь есть большая Кабарда, малая Кабарда, Балкары. Потихонечку переходим. Малая Кабарда. Вот. И вот, смотрите, видите? Малая Чечень, Карабулак, где находится. Горные чеченцы или мичекизовцы. На всей территории, видите, написано Кисты до Андийских гор. Плоскостная территория, написано мирные чеченцы, независимые чеченцы. Вот за Териком карнагайцы. Вот. Даже где Кизляр не проживает, видите, никакой карты не выходит. Там сегодня, правда, многие говорят, что якобы жили до самого Каспийского моря. Но до Каспийского моря здесь проживали, видите, где находится владение Шамхала Тарковского и где находятся кумыки. Вот. За Кизляром нету никаких, ни аварцев нету, ни кумыков нету, никого. Есть карнагайцы, вот, и вот есть Кизляр. Это за, как говорится, за пределами. Вот. А что касается нашей любимой тематики, вот, если кому вдруг не видно, вот, смотрите, видно написано. Гушту Ибраим. Вот Назрань, вот Малая Кабарда, вот Карабулаки. Видите? И вот отсюда, даже не с нижней части, а именно с Дарьяльского ущелья, Кисты написано. И они доходят до Кудова, видишь, до андийцев. Все остальное, здесь горные части, чеченцы, мичекизовцы. То есть эта карта и Броневского, и Максимовича вместе, она сделана, но, как вы видите, так. Так, слушаю. Приютили неправильно, они переселились, потому что они были мухаджирами. Это вполне нормальная тематика. Почему? Потому что дело в том, что... Что-то я опять не так сделал. Вот. Во время Кавказской войны, когда уже шейх Мансур ушел в Западный Кавказ, то есть ушел к братьям-адыгам, многие адыги, когда начали территории терять во время войны, начали переселяться потихонечку в центральную часть Кавказа к своим братьям Новчим. И они поселялись, никаких проблем с этим нет. И до этой войны взаимоотношения между черкесами, адыгами и чеченцами было просто великолепное. И они друг другу, конечно же, всегда помогали. Разницы в культуре фактически как таковой даже не чувствовалось. И то, что проживали и вошли в состав многие помощники, сподвижники шейха Мансура, которые остались в живых после даже пленения, переселились в центральную часть, более свободную, потому что от даже тех же они выбрали не османскую Турцию, а переселились к чеченцам, братьям своим, и полностью, как говорится, растворились. Я не могу сказать, что их огромное количество, конечно же, нет, но те, которые переселились, они как у себя дома среди своих братьев
разместились и остались там. То есть потомки этих черкесов, адыгов остались. Да. Очень просто. Можно посмотреть по автору. Во-первых, автор, год, подтверждение должно быть. В основном все исторические карты, они зафиксированы. То есть это можно в архивном управлении найти. Даже если не у нас, в Тбилиси, в Питере, в Москве, они же все сохранены. Почему? Потому что там есть автор, за которым все это закреплено. То есть у меня вот сейчас Броневский. Если кто-нибудь сомневается, Броневский и Максимов, да, это конец 18-го, начало 19 века. Любой человек может вбить в интернете, посмотреть, вбить оригинальная карта Броневского, Максимова, там, такого-то года, взять, проверить, и все. Оно вылезет в интернете в основном. Вот. А современные карты ты увидишь, допустим, нету ни одной карты, на котором написано Вайнахия. Если увидишь карту, где написано Вайнахия, это карта фейк. То есть ее сделали как минимум или в 20 веке, или в 21 веке. То есть такой карты ни в 19, ни в 18, ни в 17, 16 быть не могло в природе. Вот. Плюс ко всему, карты, они кем сделаны, где, каким ученым, каким исследователем. Просто проверяешь корни, точнее, откуда появилась она вообще. Проверяешь и находишь, никаких проблем нет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Başlam izah. Beytin kast оригинал. Дуйхайс или скачать день дуйхайс. Да, это оригинал. Карта, да, у меня возможности нету. Это очень дорогое удовольствие ваше. Такая карта, которая сейчас у меня, чтобы ее сделать, нужно как минимум 5-6 тысяч. Ну, ждин кастует через компьютер. Нет, нет. Это оригинал. Оригинал, да. Все. Эта карта оригинал. Эти карты, все оригинальные карты, то есть воспроизведены с книги Броневского. Это книга «Кавказцы». На этой карте, вот на оригинале, если ты найдешь книгу «Оригинал», вот в этой книге они есть оригинальные карты. «Кавказцы» 1750. Если ты хочешь, я могу тебе даже книгу показать, что за книга. Гайтан так. Книг специальный программ сканируйте, а да еще шмудуюсь. Ты не понял. Она не в самой, это не книжная карта. То есть она не в книге, так как ты думаешь, не в книге нарисована. Видишь, книга «Кавказцы» 1750-820. Вот эта книга, когда ты эту книгу покупаешь в оригинале, вот посередине этой книги заложена эта карта. Это оригинальные карты. То есть автор, когда делал вот эти книги того периода, сделал и карты. Вот эта карта с этой книгой идет вместе. Если у тебя есть вот эта книга и нету карты, значит, кто-то у тебя просто карту оттуда восфарганил. А чтобы ее переиздать или переделать, на этой карте будут современная непосредственно дата, когда она сделана там 21-22 год Аль-Иштиязина до школы. Это черно-белая карта, сделанная Броневским еще того периода. То есть начало, вторая половина 18-го и первая половина 19 века. Да, книга в продаже, я ее и так. Это в продаже она есть. Я ее в разное время видел, по-разному она стоит. Мне ее подарили на день рождения. Но она, и слышал, и по 20 тысяч ее продавали. Некоторые и 50 предлагали, но я не знаю, может, ты найдешь даже за 1000 рублей. Но это старая книга. Вот эта книга, допустим, из 1823 года эта книга. Издание. Они есть. И у многих эти книги есть. Я здесь даже отметил, здесь вот. Здесь, начиная, вот есть прямо величие пределы, кисты Л.
Кистинская земля простиралась от правого или восточного берега Терека, лежащего супротив осетинцев, до левого берега Аксая. То есть прямо здесь начинается. То есть вот эта книга, Осетия Ибрахим Дагайтерпе, вот эта книга сразу же подтверждает вот эту карту. Она совпадает полностью, чтобы было понятно. То есть здесь говорится, что от Владикавказа, грубо говоря, до Реальского ущелья, и до реки Аксая, то есть до андийцев, находится земля кистинца. Кистинцы производят кисты. Кистинцы. Ну, там дальше граничит с северо-запада с Малой Кабардою, потом, да, малой частью Кизлярского уезда до самого Кизляра, отдельного Терского к западу, от Осетии к югу Хорошим и востоку, восточной части с Лизгистаном и Аксаевскими кумыками. То есть, чтобы было понятно, по Аксаю, река Аксай, вот где находится территорию, они говорят, что это находится, кистами называют их. Величайшее, величайшее протяжение, оно и кажется, должно быть от севера к югу, широта горизонтальной линией. От Владикавказской крепости до реки Аксай, то есть прямо от запада на восток, содержит 115 верст. И здесь уже перечисляются, какие следующие реки начинаются от запада к востоку, протекает и омывается Кистинская земля. Вот Кистинская земля, смотри, здесь идет дальше. Терек в вершинах своих до границы Малой Кабардой, правым берегом отдельно кистов от Осетии в нижней части, от Сунжи, Мало Сунжа, Кумбелея, Шадгир, Асая, Фартам, смотри, Фартам, русской Фартам. То есть я честно сказать, такого названия, это я так понял, один Ачхой Мартан, а другой Урус Мартан. А здесь написано Фартам, русской Фартам, Аргунь или быстрая, впадающая в Сунжу. Все находятся внутри Кистинской области. Аксай в средних нижних течениях служит границей между аксаевскими кумыками и в вершинах между Лизгистаном. То есть верхняя часть полностью совпадает себе, как говорится, с этим. Кисты сами себя называют кисты, галга, ингуши. Одно название вместо другого употребляют грузинцы, именующие кистами андийских лезгинов. Здесь говорят, от андийских лезгинцев называют это сюлиштовое, оштак буртунай читать. Буртунай мичикизовцами, народ мичикизов. Последним именем зовут их также татары, черкесы, разумея, однако, под одним преимущественно чеченцев. Вот. И дальше там идет Палас и так далее. Аланов, кисты могут быть потомками аланов, основывая свою догадку следующим сходством именований таврические аланы, по словарю составленные и так далее и тому подобное. Ну, здесь очень много можете найти, так называемые. Второе, ингуши, иламур. Третье, карабулаки, аршты. Они вот все, кто входит туда, чеченцы или шишены называемые, также мичикизовцы. Это все вот они считаются кистинцами. Подраздел кистинцам идет. Из-за них чеченцы, как многолюднейшие, полно занимают большую половину кистинских земель в рассуждения, причем у них разности с другими кистинскими племенами в нравах и наречии составляет особое отделение только по сходству языка. Кистинам причитаемое, следовательно, можно было разделить Кистинскую область на две части, то есть обитаемые кистами в местности, смысл под именем коих, разумеется, прочие колена. Царь, чеченское колено, ингуши, карабулаки, прочее, область чеченскую. Но сие должно предоставить до лучшего познания кавказской топографии. Гильденштедт упоминает в следующих округах Кистинской провинции Бах. Вот здесь уже перечисляется ингуш,
Кингурт, Ардахли, Ваппи, Осет, Макарал, Ангуш большой, Шелха или малый Ангуш, Чечен, Арахи, Кулага или Дганати, Галгай или Галга, Джанти, Чеберло, Шабет, Чисхрикерк, Карабулаки, Мести, Мерджи, Галашка, Дубань. Также присовокупляет также Аксаевские округи Эндери и Аксаев под общим именем Качалык. То есть Эндери и Аксаев здесь под общим названием. 6 деревень входили в состав кистинцев Бас. То есть они тоже входили в состав. Самое интересное, послушайте, эта книга, как вы видите, Броневского, написано: Чечен разделяется на округи. Арахи, Кулга или Дганти, Галгай или Галга, Джанти, Чеберло, Шато, Шабет, Чисхрикерк, Карабулак, Майсты, Мерджи, Галаш, Дубань. То есть они говорят, это чеченцы. А ингушам относят Ингуш, Ахгингурт, Ардахли, Ваппи, Осет, Макарал, Ангуш большой, Шелха или Малый Ангуш. То есть Галга даже не входили в состав ингушей, он описывает здесь. Гюльденштейн. Конечно, я понимаю, что это... Ну да ладно. Интересного много здесь в этой книге. Язык и колено, и так далее, и тому подобное. Очень много интересного здесь, но... Правому берегу Терека, тагаурцев и так далее. Но мы это обязательно зачитаем с вами. Здесь много моментов, которые я не зачитывал. Книга хорошая, можете посмотреть, если считаете. Опять же, что я что-то делаю не так, но да, там есть и черкесы, и адыги, все кавказцы там упоминаются все в основном. Если я не ошибаюсь, давайте я могу даже коротко сказать в этой книге, кто упоминается. Царство, произведено, царство животные, дикие животные. Здесь черкесы или черкасы. Второй параграф. Первые величие, пределы, отрывки физические. Там так, дальше смотрим. Черкесы, там дальше замечания относительно гражданского и политического образования черкесов на паче кабардинцев. То есть отдельно кабардинцы есть. Кисты есть отдельно, кумыки и кумухи аксаевские отдельно, нагайцы по всю сторону Терека и Кубани, кочующие Кавказской губернии. Дальше нагайские колена, качество, там владение Шамхала Тарковского, происхождение названия Шамхала, видение Усмея Каракайского, ханство Дербенское. Сейчас, подождите, интересный момент я хотел узнать. Табасаранское, Ширвань, Лезгистан, политическое разделение Ширвана, ханство Кубинское, пределы величия, положение. Вот так, сейчас ханство Бакинское. Хан Закавказье даже есть здесь, походу. Всего ханство Шимаханское, ханство Щакинское. Так, что у нас есть дальше? Астраханские. Ну вот, странно, да? Сейчас вроде бы все. Я хотел найти ханство Аварское. Вроде бы Лезгинское есть. Кумыкское есть. Почему Аварского нету? Дербенское. Усмея Каракатийского, происхождение Шамхала. Шамхал Тарковский есть. Качество земли, климат, произведения там и так далее, и так далее. Ну да, странно, конечно, но Аварского ханства здесь нету вообще. Нагайское есть.
Очень странно. Кумыки есть, все есть, а вот их нету. Ну, интересная книга. Может прочитать. Да. Да, из Это основных. başlam. Hatır dersin yuva. М. Духчар ол. Дербент. Вайн хилюбош. Багдуиз. Танзамана. Я не находил, честно сказать. Если это знаешь, я о чем Ну, имею в от виду. Каспи до Черного моря хилый бош. Это совсем другое. Это совсем другое. Это от Каспия. Ну смотри, мы говорим о междуречии Терека и Сулака. Терек и Сулак, междуречие, это огромная территория, которая входила в Каспийское море. Это уже от Каспийского моря. А Дербент находится намного южнее. Это бывшее Албанское царство. Вот. Это относится ближе к Лезгинам, Лезгистану. От того, что могли сказать, ну, Муду, Вейнсмол, Крым нашли. Масла Басов, как пример, Вайтигат, Ламбяшхаля, Якьечана. Я так понимаю, что не раз ходили на помощь и поддержку албанскому царству. Вот. Возможно, в то время вот так как-то это устно передалось. Я не могу сказать, но однозначно сказать, что это Вайхила Бога, никаких доказательств я не нашел по этому поводу, честно скажу. Я думаю, что нет. Да, есть карты, которые там чуть ли не до Дербента, но доказательство было, что он вещь упрямая, если тогда мы должны с тобой верить. 68 году или 58 году. Даже в интернете тоже видео шел так. Я видел эту карту, которую ты говоришь. Это карта в советское время сделана. Да, Атлас. Это карта с Министерства образования СССР сделала. Эта карта еще называется 30-летняя Кавказская война, она называется. И там чеченцы записаны от нынешней территории до самого Дербента. Я видел эту карту, конечно. Но подтвердить, сказать, что это вот достоверно, я не могу. У меня нету такого. Почему? Потому что очень карта какого года? Там указано 16-15 век. Да. Где же огромные кочевые тюркские племена, такие как кумыки? Их просто нету. Ну, не могли мы поглотить, или они от нас произойти не могут. Карта не имеет под собой почву, по мне. Поэтому я бы, конечно, предостерег от таких заявлений, честно сказать. Чрезмерно, чересчур себя говорить, что войду и шбах. Не так это, как ситуация. Вот так вот. Так. Ну, я смотрю, Ибрахим, как раз Ибрахим Чувян. Есть вопросы или... Да, я знаю. Я знаю, что хотел сейчас проверить, сейчас выйти, заскочить, может, последний, как говорят. Цаума, да, сосливаш. Давай сейчас я отсюда выйдем, постараемся зайти в Инстаграм. В Инстаграм зайти последний раз, как бы, Циги подключиться, давай, Хазан, посмотрим последний раз, чтобы сказать, как говорится. Давайте, а то здесь сейчас, чтобы посмотрим Инстаграм, возможно ли. Давай.
пор не перешли многие, походу. Все сидят, ва алейкум ассалам, все сидят в Инстаграм. А я... переходите в Телеграм уже, подписывайтесь, там мы уже делаем эфиры. Второй день подряд, ва алейкум ассалам. 14 уже окончательно заблокируют Инстаграм, поэтому зашел, если я правильно понял, зашел, как говорится, чтобы многие наши подписчики читать не любят, походу. Написанное не столько волнует, главное, чтобы увидеть, услышать. Надо потихоньку уже, там можно тоже вести видеотрансляцию в Телеграме. Точно так же мы рассказываем, ведем дискуссии насчет нашей истории, Цундера, истории, культуры, географии. Телеграм-канал надо переходить. Телеграм нельзя клиенты писать. Никуда не денемся. Как-то я держусь, альхамдулилlah. Неинформативный прямой эфир был здесь привычнее. Ну, что я могу поделать? Здесь это не от меня зависит. Это же общая, как говорится, тенденция для всех перебраться. Я не знаю. Ну, в принципе, там тоже неплохо показывают. Можно проводить эфиры. И можно сразу голосовать. Здесь писать нужно вопросы, а там нажимаешь и задаешь вопрос, если хочешь. Конечно же, единственное, здесь лайки, не лайки, вот это есть. Я с расчетом того, что потихоньку уже закрываются все в Инстаграме, VPN, и не будет проблем. Ваша VPN очень сильно тормозит, а когда тормозит, то провести эфир маловероятно. Не вариант, не тянет просто-напросто. Слабовато тянет. Поэтому, если мы всю наших подписчиков, которые у нас проживают в России, в Чечне, мы не все же будут алейкум ассалам заходить в этот через VPN и не знают, как им пользоваться. Вот. Возможно, тогда и терять аудиторию тоже не хотелось бы, чтобы все могли и задавать вопросы, и вести дискуссию о нашей истории. 2 дня мы вот очень важные и нужные наши исторические моменты обсуждаем. А многие, возможно, и не знают, что мы уже в Телеграме ведем. Там не аудиочат, а вот прямо, как сейчас меня видно, можно, и нажимаешь, можно сразу задавать аудио вопросы. Можно, конечно, и зайти, чтобы видно было, тоже проводить эфир. Тут никаких вопросов, проблем с этим нету. Поэтому Джузи, все, которые есть, все, которые подписчики любят, ждут, смотрят наш канал, переходите, как говорится, Вольфу 1975, как было среди чеченцев. Крайне негативное и всегда было очень-очень плохое отношение Вольфу 1975. Нам, кто живет в Европе, будет проблемно. В смысле, там телеграмма нету, что ли, или я не могу понять? Тогда послушайте меня, уважаемые друзья. Если в Европе кто проживает, будет проблемно заходить непосредственно в Инстаграм или в Телеграм, проблемно заходить точнее. Не забывайте, что у нас есть YouTube канал. Мы вот сейчас посмотрим, наверное, тогда будем в YouTube проводить эфиры, стримы, будем прямые эфиры проводить в YouTube. Вот, постараемся провести там, так что подключайтесь туда, подписывайтесь туда на YouTube канал наш. Ибраим скинет название, и мы будем продолжать работать
непосредственно там нашу работу по истории, географии, культуре нашего народа. Так что подписывайтесь на YouTube канал. Ибраим, название скинь здесь, чтобы комментарии можно было увидеть, куда Башлам, принимай запрос. Башлам, принимай запрос. Как я тебе его приму, если здесь еле-еле я зашел даже в этот эфир? Спецоперация, часть людей увела YouTube канал название. YouTube канал Ибраим сейчас закинет. Переходите в YouTube, на наш YouTube канал. Будем продолжать через YouTube. Там алейкум ассалам. Вот. Там, ага. Будем вести там. Ассаламу алейкум. Было неожиданно узнать, что ты друг Саламу и Шали Сащичвой. Саламу брату, молодецу Саламу. Там удобнее будет. Да, мы в YouTube перейдем. Не знаю, с Жириновским. Как раз Жириновского у меня еще не приписывали. Я не знаю. Но сегодня Башлам, ты видел эфир про нового Брежнева с Султаном Банкеси? Да, видел. Эфир не видел, но мне уже столько люди рассказывали об этом. Брежнев — это 2 раза, который герой Советского Союза. Так что с завтрашнего дня постараемся через YouTube. Не знаю, Вольфа я вообще не занимаюсь и не влазил в это дело, честно скажу тебе. Это не моя тематика. YouTube, чувак, Оля Хердо. Хорошо. Я так понял, все хотят через YouTube. Сделаем через YouTube тогда. Хусейн, Оша, пускай это его проблема. Забирает, очищает грехи Иисус, абсолютно не переживаю. У меня нету ни от кого никаких секретов. Это исторический блог. Если кто-то хочет поговорить про историю, добро пожаловать. А остальное пускай YouTube блокировать Юрюмаба. Ну, за что платит, то и несет, наверное, брат мой. Да здравствует нарнийские рупии. В Телеграме, послушайте, Азамат, в Телеграме у нас есть, мы уже 2 дня проводим эфиры в Телеграме. Там можно просто нажимаешь, сразу задавать вопросы в голосовом формате. В Телеграме уже есть, кто хочет, может подписаться, никаких проблем с этим нету. Вот. YouTube. Я попробую завтра трансляцию. Вот собираем, сейчас он мне более или менее объяснил. Постараемся сделать в YouTube тоже. Но сейчас это, если в основном заблокируют, и я просто-напросто не смогу здесь проводить. И... Не знаю кто, но кто-то, наверное. Просто зашел сказать, переходите в Telegram, переходите в наш YouTube канал. Вот. И пока все это, надеюсь, может быть, когда-то это рано или поздно должно закончиться. После, если получится, вернемся. Я закидывал. Нет, не тянет мир. Я смотрел, не тянет. Не запрещено, не тянет, слабо. VPN очень сильно забирает. VPN очень сильно забирает, скорости невозможно. Telegram, ссылка, все
посмотрите мои сторис, посмотрите, я же везде скидывал. Все есть. Не теряйтесь, заходите. Интересного еще очень много будет, да, Аллах. И постараюсь вас, как говорить, не огорчить. В шапку профиля. Тимур Нохчи. Я в шапке профиля оставлял на втором канале Башлам Лайф наш. Да, Азамат, вот именно вот это и есть ссылка. Телеграм Башлам _дефис 20. Просто вбейте и увидите. Переходите туда и подписывайтесь. Там тоже круто, между прочим, можно очень даже. А ссылку я оставил на нашем втором этом канале. Да. Заходите. Горячее, теплое, новое. Исторические события мы, будем рассказывать по мере возможности. Скоро у нас начнутся выезды. YouTube канал Цехую. Башлам.39 лайф. Ибраима, варах чуах, мичвона. Он же сейчас. Вот видите, в ютубе Башлам.39 лайф алязинешун. Ибраим, напиши там, чтобы они могли перейти в YouTube. YouTube ссылку скинем. Башлам, выезды скоро запретят. Нет, в горы, Нохчичу. Я куда выезжать собираюсь? Я дома живу. Я никуда не езжу, никуда не уезжаю. В основном всегда Нохчичу аусу. В горы. Да, абсолютно верно, Зелро, поэтому я и говорю, переходите в Телеграм. Зашел просто оставить вам сообщение, сказать, что мы в Телеграме, мы в Ютубе, заходите туда и обязательно будем проводить эфиры там. Всем огромное спасибо, зашел коротко сообщить об этом вам и надеюсь, просто напишите Башлам и увидите канал, да. Масарна ДРС Хил. Увидимся с вами в YouTube и Telegram канале. Я буду рад всех вас видеть. Мы будем проходить, делать все через сегодня эфир в ТГ. Я уже, мы проводили, я просто зашел, чтобы многие не знают, может быть, не читают. Зашел. Сейчас я поиск в Ютубе. Ибраим, давай сейчас, как говорится, мы отсюда выйдем. Ибраим, зайди в директ, мы с тобой постараемся сейчас же в Ютуб зайти. Подвел Башлам. Подвел Башлам был. Куда ты я говорю, мистер? Инста вообще бог бир бош яц хайцан. Яц. С 14-го полная блокировка. 14-го алейкум ассалам. 14-го полная блокировка. Я зашел просто последний раз с вами здесь как бы поговорить. Заходите в YouTube канал Башлам.39 лайф. Или же заходите в Telegram. И сейчас я Ибраима попрошу. Как-то мы постараемся наладить в YouTube. И уже дальше будем через YouTube с вами встречаться, проводить свои эфиры, стримы через YouTube и Telegram. Я надеюсь, что YouTube не закроет. Если закроют YouTube, мы можем даже продолжить через Telegram. Если, конечно, вы пожелаете и захотите. Всех люблю, уважаю, ценю. В Телеграме как смотреть эфир?
Там сразу разберете в Телеграме, когда эфир идет, вы можете зайти. Там даже писать не нужно. Нажимаете кнопку аудио, вопрос можно задать. Там очень много вариантов в Телеграме, реально. Просто надо привыкнуть, все уже привыкли здесь, поэтому шудал дух дуэл, вайдам лаха, вайкоман дуах, ваймахкан дуах, дик халит, барт халит, балби бук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.